Абдул, Сейфулла и Зейнаб уже 9 месяцев живут в тихом грузинском селе у родителей своей матери. При этом дети, как рассказывает их дедушка Акиф, до сих пор боятся звуков, напоминающих выстрелы. Они более 3 лет находились вместе с родителями в Ираке, на территории подконтрольной группировки «Исламское государство». Их отец погиб в 2017-м под Мосулом, сражаясь на стороне боевиков, а 25-летняя мать оказалась в багдадской тюрьме. Дети провели с ней в заключении 1 год. Когда самолеты летают, они на улице бегают, мама идет, мама идет. Бывают вертолеты, пролетают через нас. Бывает такие время тоже и говорит: вот мама привезли, вот так говорят. Дочка, когда спит, бывает среди ночи встает, не встает даже, во сне говорит: мама, я здесь. Шалава, дочь Акифа, вышла замуж в 2012 году. После свадьбы уехала с мужем в Екатеринбург. С тех пор Акиф свою дочь не видел. Как-то Шалава позвонила родителям и рассказала, что находится в Ираке, в так называемом исламском государстве. Сказала, что муж хотел уехать туда вместе с их старшим сыном Абдулом, и чтобы не отдавать малолетнего ребенка, она последовала за супругом. Шалава периодически выходила с родителями на связь, присылала короткие видеоролики с детьми. В 2017 году, после освобождения Мосула от боевиков, иракский суд приговорил Шалаву к 20 годам тюрьмы за то, что она была женой человека, которого признали террористом. Я спрашиваю: дочка, зачем? Вот мы с женой, трудно нам, очень трудно. Это словам невозможно сказать. Она, конечно, переживает про нас, очень переживает. Ну, плачем, вот так, плачем. Все будет хорошо, все будет нормально. Вот так говорит она. А то, что 20 лет мы не доживем этого. Как вот эти вернулись, вот после этого мы успокоились немножко. А так очень трудно. Грузия при поддержке ЮНИСЕФ и Красного Креста вызволяла детей Шалавы из иракской тюрьмы почти год. Процессом руководило Министерство юстиции. Глава Минюста Тея Цулукиани во время переговоров с иракской стороной встречалась в багдадской тюрьме и с самой Шалавой. Но вот Акифу, который вместе с грузинской делегацией вылетел за детьми, увидеться с дочерью иракские власти не разрешили. Абдул, Сейфулла и Зейнаб стали первыми детьми, которых грузинская сторона вернула домой из Ирака и Сирии. Наша работа на этом не заканчивается. Перед нами новый большой вызов. Мы желаем, я уже договорилась на встрече в Багдаде с моим иракским коллегой, провести совместную работу по возобновлению процесса в суде Ирака и пересмотреть приговор нашей гражданки. Я встречалась со следователем по этому делу, и он ясно пояснил мне, что она осуждена только из-за своего семейного статуса. По их законам это наказуемо, но по нашим за это не наказывают. Сколько всего грузинских граждан отбывают наказание в иракских и сирийских тюрьмах и лагерях за причастность к терроризму, неизвестно. Также нет точной статистики по тем гражданам Грузии, которые, начиная с 2012 года, уезжали на Ближний Восток, чтобы вступить в незаконные вооруженные формирования. Называются цифры от 250 до 500 и даже 600 человек. Речь идет преимущественно об этнических чеченцах-кистинцах, грузинах и азербайджанцах. Большинство воевали в рядах организации «Исламское государство». Звиатом Чедлишвили, Георгий Чумбуридзе, Вера Миронова. Настоящее время. Кабали, Кахети, Грузия.